feels so nice, scorching me. You're so Всем приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts, и с вами я, Джама, Снежная Королева. Сегодня у нас туториал, как создать вот этот снежный королевый образ. Если честно, я думала, что я буду красивой и сексуальной Снежной Королевой, но не получилось. Я все равно остаюсь такой зелюкой, страшной Снежной Королевой. В принципе, создать этот образ очень легко. Самую важную роль играет очень парик и, конечно же, корона. Чтобы создать корону, я купила обычную корону и, конечно же, побрызгала спреем белым, вообще-то это для волос, и, конечно, с конфетти. Из-за этого получилось каким-то снежным, можно сказать. И все остальное тоже, как говорится, И остальное тоже посыпалось с конфетти, нарисовала снежинки. В общем, вы увидите. Так что, если вам интересно, как создать этот лук-образ, оставайтесь со мной. Если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться на мой канал и, конечно же, поставить лайк. А теперь приступаем. Итак, первый шаг всегда праймер. Праймер у меня Too Faced Hangover, чтобы зачистить нашу кожу от всего то, что мы будем сейчас наносить. Дальше я беру иллюминатор, чтобы дать сияние, чтобы тональная основа сидела очень красиво и замечательно. Дальше я наношу тональную основу Bare Minerals с краской, белой краской, можно сказать, чтобы сделать нашу кожу белой-белой. Наношу спонжем, потом я заметила, что она недостаточно белой, мне пришлось краску полностью нанести сверху тупо тональной основы. Вот так у меня получилось белое-белое. Наношу по всему лицу, можно нанести на шею, можно чуть ниже декольте, в зависимости, какой у вас костюм. Так что я, например, сделала так. Дальше нужно финишировать пудрой трансlucentной от Make Up For Ever, или какой хотите. Дальше нужен иллюминатор. Можно сказать хайлайтер, это у меня Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero. Беру этот белый цвет, наношу на верхнюю часть скул, на нос, там, где вы хотите сделать очень блестяще. Остается у нас контуринг, правда, немножечко, чтобы не слишком дать акцент, так что наношу под скулами. Дальше беру карандаш NYX Milk, наношу под глазами, чтобы убрать вот эту всю красноту, сделать белым-белым белоснежным. Дальше я беру от палетки Huda Beauty розовый цвет теней, наношу пушистой кисточкой на складку века и растушевываю хорошенько до моих бровей, полностью покрываю. Дальше потихонечку растушевываем ближе к носу и контурируем нос теми же тенями, чтобы был такой розовый контуринг. Примерно так можно нанести еще на верхнюю часть губ и хорошенько растушевать. Следующий шаг какой-то ненужный, если честно. Я думала, что он покажет какой-то результат, но я нанесла, она вообще не дала результата, но хотела просто показать, что я немножко нанесла тени от Kat Von D. Правда, ничего не сделала, так что можете это пропустить. Тот же карандаш от NYX Milk наношу на подвижное веко и хорошенько растушевываю кисточкой, делая иллюзию стрелочек, можно сказать, большие стрелочки. Поправляю хорошенько кисточкой, примерно так. Дальше я беру краску белую и покрываю все брови, можно сказать. Можно дать иллюзию больших бровей, так что на ваше усмотрение. Я вначале покрыла брови, потом уже начала делать типа Дед Морозовские брови, можно сказать, примерно так. Та-дам! Я теперь похожа на инопланетянку. Можно ту же краску нанести на ресницы, чтобы дать немножечко такой белоснежной ресницы. Дальше я беру те же тени розовую, наношу на щечки, можно сказать, дать немножечко румяночки. Вау, я похожа на инопланетянку, ребят. Примерно так, как вы заметили. Та-да-та-да. Следующее. Беру ресницы. У меня серебристые такие белые ресницы. Они достаточно очень большие, еле как покрыла, можно сказать, мои маленькие глаза. Дальше я беру конфетти. Чтобы конфетти долго держались, я нанесла вначале клей для ресниц, а потом нанесла на верхнюю часть скул. Можно нанести чуть вверх, получается, бровей, на ваше усмотрение. Можно даже на все лицо, как хотите. Дальше я наношу то же самое места, на верхней части скул и брови. Беру теперь от палеточки Pony Effect белую помаду, наношу вначале на губы, а потом буду покрывать конфетти, чтобы дать такой замороженные губы, можно сказать. Примерно так.
Теперь белым карандашом рисую снежинку. Снежинку на ваше усмотрение я рисую по моим знаниям, как рисовать снежинки, так что если вы еще круче рисуете, еще лучше, может даже побольше, как говорится, снежинок. Дальше я конфетти просто, как говорится, наношу сверху краски, офигенно смотрится. Итак, я уже надела парик, корону, почти готово, только вот остались маленькие какие-то типа подплечники с перышками, которые можно процепить хоть куда, какой у вас костюм. У меня просто маечка белая, так что я просто прикрепила туда, чтобы дать эффект, как будто бы у меня там, не знаю, белоснежное что-то. Примерно так, ребята. Надеюсь, вам понравился образ снежной королевы Джамы. Если вам понравился, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписались. А мы с вами увидимся на следующем видео. Happy Halloween! Пока-пока!